В эфире новости спорта. Здравствуйте. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года. Если рекомендация будет принята, то спортсмены лишатся гимна и флага на соревнованиях, а России будет запрещено организовывать крупные турниры. Напомню, в сентябре исполком ВАДА инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии российского антидопингового агентства в связи с обнаруженными изменениями в базе московской лаборатории. Решение по данному вопросу будет принято на внеочередном заседании в Париже, которое пройдет 9 декабря. Главный тренер российского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин отметил, что железнодорожники имеют ряд проблем перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Байера». Об этом специалист заявил на предматчевой пресс-конференции. Встреча между железнодорожниками и «Байером» пройдет этой ночью в Москве. У нас есть проблемы сегодня, это стоит признать. В первую очередь это касается травм. У нас выпали основные футболисты. Насчет остального, календарный год закончится, мы проанализируем наши проблемы. Они проявляются в связи с тем, что была неоднородная подготовка к сезону. Например, одни готовились к завтрашнему матчу полным циклом, другие недельным. Сборники вообще приехали накануне. Это сыграло роль, но это часть жизни и футбола. Мы готовы к завтрашнему матчу, сказал Семин. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 94-69 победили Нижний Новгород в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Антон Остапкович, набравший 16 очков. Для ЦСКА эта победа стала 5-й к ряду. Команда располагается на 2-й позиции в турнирной таблице, одержав 6 побед в 8 матчах. Нижний Новгород идет 10-м, одержав 3 победы при 4 поражениях. В следующем туре армейцы на выезде встретятся с казанским «Униксом», а новгородцы дома примут подмосковные «Химки». Санкт-Петербургский СКА одержал победу над пекинским Куньлунем в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-1. В составе победителей взятие ворот провели Артем Зуб, Кирилл Марченко, Антон Бурдасов и Йонас Кемпайнен. Единственную шайбу китайской команды забросил Спенсер Фу. СКА продлил победную серию до 6 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 42 очка. Куньлунь идет 10-м на Востоке, набрав 31 пункт. В следующем матче СКА на своем льду примет Сочи, а Куньлунь дома сыграет с омским «Авангардом». В других встречах игрового дня континентальной хоккейной лиги столичный «Спартак» на домашней арене со счетом 1-0 выиграл у нижнекамского «Нефтехимика». Автором единственного гола стал Робин Ганзел. Омский «Авангард» на своем льду отправил 3 безответные шайбы в ворота подольского «Витязя». Результативными бросками в этой встрече отметились Семен Кошелев, Тейлор Бек и Евгений Грачев. Сегодня мини-футбольный клуб «Заря» в рамках 9-го тура Высшей лиги России сыграет со столичной командой «Красная гвардия». Встреча состоится на площадке спортивного центра «Старт» в Московской области. В данный момент якутские футболисты занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. В активе команды 2 победы и 3 ничьих при 3 поражениях. Столичный клуб располагается на предпоследней 15-й позиции, имея в активе 5 пунктов. Стартовый свисток матча «Заря-Красная гвардия» прозвучит сегодня в 23:00 по якутскому времени. Трансляция игры будет доступна на официальном YouTube-канале Ассоциации мини-футбола России. Якутянка завоевала бронзовую медаль открытого Кубка России по вольной борьбе на призы главы Чувашской республики Михаила Игнатьева. Соревнования прошли в Чебоксарах. Как сообщает «Спорт Якутии», в турнире приняли участие 5 якутских спортсменок. Лучшего результата добилась Севиль Назарова, поднявшаяся на 3-ю ступень пьедестала почета. Якутянка провела на чувашском ковре 4 схватки. В ее активе 2 победы при 2 поражениях. Отмечу, что в этом году Назарова становилась призером всероссийского турнира в Красноярске, а также чемпионата России, который прошел в Улан-Удэ. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.